В 2008 году было решено организовать особое подразделение – Музей национальной художественной вышивки «Чудесная вышивка Пахотера». Музей «Чудесная вышивка Пахотера» фирмы художественных промыслов «Пахотера» ведет активную выставочную деятельность. Экспонаты музея выставлялись как в районах и городах родной Чувашии, город Новочебоксарск, село Маргауш, город Канаш, поселок Ибреси, Кугеси, поселок Вурнары, так и за ее пределами. Открывшись в 2009 году, музей «Чудесная вышивка Пахотера» смело заявил о себе как об учреждении, призванном сберечь историческую память о промысле, художниках и мастерах фабрики Пахотера. За короткое время прекрасными экспонатами музея смогли полюбоваться жители Нижневартовска, Екатеринбурга, Каменск-Уральска, Томской области, села Александровское и города Сторожевой и Башкирской республики. С участием генерального директора общества с ограниченной ответственностью Пахотера Натальи Посынкиной, а также по приглашению фабрики начальника отдела социального развития администрации Чебоксарского района Маргариты Павловой была устроена выставка в Свердловской областной межнациональной библиотеке города Екатеринбурга. В экспозиции выставки «Вчера, сегодня, завтра. Мир руками мастеров» соединились прекрасные образы чувашских национальных костюмов, украшенных ручной вышивкой, предметы быта и уникальное произведение народного художника Чувашия Петра Попина. Посетители выставки смогли окунуться в атмосферу праздника, созданную чувашскими узорами, приобрести понравившиеся им изделия фабрики художественных промыслов Пахотера. Этими выставками мы хотим добиться от нашего молодого поколения интерес к чувашской вышивке, к чувашскому национальному костюму, культуре и истории нашего народа. Наши выставки посещают земляки, живущие далеко за пределами нашей Чувашской республики. Они делятся впечатлениями со слезами на глазах. И нам вдвойне приятно, что мы проехали не зря 1000 километров. Превосходные образцы чувашского национального костюма историческими корнями уходят в далекую Волжскую Булгарию. Одной из важнейших проблем перед чувашской народностью было сохранение идущей из глубины тысячелетий культурно-этнической информации, знаний о мире, природе, верований, обрядности и языка. Они передавались из поколения в поколение в виде узоров, которые наносились на костюм. На небольшом куске холста могли вышиваться уникальные узоры, символизирующие целую вселенную. Платье, опять-таки, 1929 года. Это уже платье не женское, а девичье платье. У нас еще сохранились вот такие вот интересные подушечки, наволочки, которые придумывала наша первая художница Екатерина Иосифовна Ефремова. Мужское одеяние, называемое шуба, это праздничное одеяние. Вышивка должна была непрерывно цепью идти с горловину, по подолу, по рукавам, по спине и на плечах. На плечах у этого жениха, можно даже так назвать, лежит жениховый платок. Это полотенце у нас вышито как бы старинное полотенце. Еще тоже этот рисунок придумал с 50-х годов. Это говорит полотенце, что процветание нашей матушки земли – это обереги. А это вот древо жизни, древко жизни. Это деды, прадеды, что жившие давче. Это мы сами живущие, а это уже наши детки. А вот это вот 3 звезды, как и у нас на чувашском флаге, как наш Петр Хузангай писал, мы были, есть и будем. Со дня открытия музей посетили многочисленные туристы из нашей республики, из других регионов России, а также иностранные туристы. Сотканные из чистых красочных тонов на обычном холсте узоры с новой силой притягивают наш взор и сегодня. Наш музей, Чувашский национальный музей, является богатейшим хранилищем работ, изделий Пахотери. Трудно назвать изделиями или продукцией Пахотери, это действительно шедевры чувашской вышивкой, потому что чувашская вышивка – это визитная карточка нашего народа. И в нашем музее хранятся
экспонаты, то есть вот эти изделия уже стали экспонатами нашего музея наравне с вышивкой конца 18-19 века. И нужно сказать, что вышивка пахотери – это сохранение, это преемственность той вышивки, которую делали народные мастерицы в деревнях, в селах, в глубинках Чувашской нашей республики. Это единственное предприятие, которое изготовляет такую прекрасную продукцию и о которой мечтает любой музей. Например, в Российском государственном музее этнографии в городе Санкт-Петербурге хранятся экспонаты этой коллекции. И во многих музеях международного класса, за границей, мы устраиваем многочисленные выставки, конкурсы из коллекции этой пахотери. Также работаем с мастерами. Известные мастера, которые передавали свои коллекции, тоже известны на весь мир, такие как Ефремова, Симакова, Петрова. Они все вышли с пахотери. И нужно сказать, что эти экспонаты, они отражают суть чувашской женщины. В каждой вышивке и сегодняшнего дня чувствуется рука мастерицы, ее почерк, ее душа, ее сердце.